президент Таджикистана, он так поразился их благообразием, просто чисто внешним, что он им делал очень такие комплименты. Говорит, как же вы выглядите, прям вот от вас какой-то цвет идет, вы такие благообразные, на вас приятно смотреть. Таджиками, которые имеют древнейшую цивилизацию, богатейшую культуру. Когда мы дикарями бегали по лесам, у них уже была богатейшая культура, персидская. У них были и Руми, и Фердоуси, и Рудаки, когда у нас еще никого не было. Понимаете? То есть им есть чем гордиться. Вот. И у них это в крови. Вот это как бы культура речи, образность выражений. У меня был обычный дворник, сторож, сосед мой, Рамазан. Из советского времени, советской армии еще служил, такой очень, говорил по-русски очень так хорошо, живо. И знаете, как у него была речь? Это, вот я жалко, я говорю, слушай, Рамазан, тебе надо просто записывать на диктофон, потому что настолько она образная, настолько она яркая, с восточным каким-то колоритом. Обычный просто таджик. Он говорил так художественно. Понимаете? И вот у них, когда берут интервью, даже вот смотришь на их телевидение, я по-таджикски не понимаю, но вот стоит обычный таджик, даже вот в своем халате в каком-то, да, из какого-то кишлака, дед, вот. И он может говорить 15 минут, не замолкая. У нас попробуй кого-нибудь возьми интервью. У нас 2 слов связать не могут. Наши. У нас нет этого, а у них это в крови. И я видел, как они красиво говорят, как они, даже вот эти вот мулы, про которых хвалит, например, президент, они стихами его хвалят. А это культура. Это культура, которая генетически у них присутствует. Поэтому ни в коем случае нам нельзя их уничижать. Вот, ничем мы перед ними не превозносимся. Ничем мы перед ними как бы не выше. Наша культура, да, там, Золотого века там, или Серебряного века, да, потому что только что она недавняя. Но у них тоже может это все расцвести. Они просто исторически, может быть, не повезло. Кто только их не порабощал. И Чингисхан, там, и тот же Тамерлан, который просто в порошок их стирал. Сколько было войн, сколько у них было несчастья и скорбей, когда их уничтожали почти что подчистую. Вот это тоже надо понимать, почему они в такой упадок пришли. Вот. Но народ очень, очень добрый. И вот я случай привожу, неоднократно я его приводил. Это не я как бы был свидетелем этого случая. Я слышал это тоже по радио Радонеж, по-моему, не помню. По-моему, по Радонежу. Говорила обычно какая-то наша вот прихожанка, женщина, рассказывала, как она шла из салона красоты. И вот этот таджик, мусульманин, взваливает этого пьяного мужика себе на плечо со словами «Аллах велел всем помогать». И несет его по указанному адресу. Дозвонился он его сестре. Оказывается, что этот мужчина, ученый, кандидат наук, у которого в этот день похоронил свою жену. И с горя напился. Вот вы понимаете, и вот назови ты этого таджика, что он не христианин, что это не милосердный самарянин. Вот как он поступил, то есть он мусульманин, берет русского пьяного мужика, взваливает к себе на плечо и несет его. Потом он его нашел, этого таджика, во дворе, и говорит ему, я, говорит, раньше к вам плохо относился, как не очень хорошо, но сейчас, говорит, я, говорит, вас уважаю, дал ему, отблагодарил его, денежку ему дал, я, говорит, я очень благодарю. А мы вот так, а мы будем гнушаться, мы вот, а сейчас в Питере недавно был случай, не пьяный, в обморок упал с сахарным диабетом, в больнице прям. И это в регистратуре сидит женщина, посмотрела на него, и никто не подошел, не оказал помощь. Такие же больные пришли на прием. А он лежит. Это был вопиющий случай, не пьяный мужик. Вот, пожалуйста, наш. И вот эти таджики. И у них вот это есть. У них это есть, у них это повсеместно распространено. Они в этом отношении лучше, отзывчивее нас. Потому что у них древняя культура. У них какое гостеприимство потрясающее. Они тебе последние отдадут. Вот приезжаешь там в кишлак, бедными руками отламывает, тебе щербатым ртом своим улыбается и протягивает тебе тут лепешку, на вот ешь. А наш начинает брезговать иногда. Как ты с таких вот рук взять?